Ну, какая вы хотите, работать в педиатрии, ОМГ, заканчивая анестезиологией, реаниматологией. Сегодня у нас тема достаточно серьезная, но я думал досказывать, но без доски. Люди все образованные, надеюсь, поймете, без доски тоже, да? Надеюсь. Сегодня тема онкологии, рак. Значит, кто здесь впервые вообще? Очень хорошо. А то бывает, что это поприветствуем наших новых будущих. А еще хорошо. Можно смотреть, скажем, чтобы не терять время, чтобы состав семьи заново не повторится, потому что у нас время очень драгоценное, всего 2 часа, иногда не успеваем. Хотят же новенькие, хотят еще услышать результаты, наверное, да. Все грамотные люди, состав, наверное, все изучим по интернету у своих наставников. Хорошо? Ага, тогда начинаем с лекции. Да. Значит, по онкологии, ну, вы официально можете, конечно, ознакомиться с источниками в интернете, да? Но, к сожалению, официальная медицина на сегодня не дает ответа ни по причине возникновения вообще онкологии, ни по статистике, потому что подаются очень недостоверные данные. На самом деле рост онкологических заболеваний сейчас идет, наверное, может стать эпидемией, потому что тот же онкодиспансер, который у нас будет строиться на 180 коек, наверное, слышали, да? Как думаете, этот диспансер, который был запланирован лет 10 назад, уже хватать ли будет этих коек? К сожалению, нет. Уже рост заболеваемости идет очень быстро. Причин очень много, начиная продуктов питания, заканчивая экологической обстановкой и, естественно, теми вредными воздействиями, которым мы подвергаемся каждый день. Ну и прежде всего это наши телефоны, наши компьютеры, наши гаджеты. Да? Это очень тоже роль играет в возникновении тех же новообразований головного мозга, полипов различных, кист, и как доброкачественных, так и злокачественных. Сегодня про злокачественные говорим. Значит, смотрите, да? Кто вообще не сталкивался с онкологией у своих родственников и у себя? Есть такие? Мало, наверное. Это счастливчики, да? Я, насколько я понял, картина очень тревожная. Потому что мало. 2 человека только подняли руку, и кто-то как-то сталкивался или с родственниками, или с близкими, или, не дай бог, сам. Поэтому, значит, сначала о том, что нам вообще вот... Многие спрашивают, как быть с людьми, которые уже болеют онкологией. Часто такие вопросы возникают, да? И производитель говорит, что лучше с такими пациентами не связываться вообще. С чем я, конечно, не совсем согласен, потому что мы несем здоровье, мы несем добро. И говорит о том, что продукция не будет помогать, и лучше от таких пациентов воздержаться. Это, наверное, с точки зрения закона. А с точки зрения именно помощи и того, что мы хотим именно таким людям помочь, которые уже находятся на лечении от онкологии, неважно, это полихимиотерапия, лучевая, или предстоящая операция, или может комплексные, или комбинированные подходы, да, и зависит очень сильно от формы, видов злокачественных новообразований, рака. Тема очень тяжелая, потому что еще касается психологического подхода. Когда человек узнает свой диагноз, обычно, да, у нас как принято, сейчас как в Америке же принято, да, нельзя же скрывать от человека. Хотя я к этому отношусь тоже неоднозначно. Мы от советских подходов только отошли, и не всякому человеку нужно говорить вообще диагноз. Многие бывает так, что даже до конца дней своих не знают благодаря своим близким и проживает намного дольше, нежели человек узнает, что у него рак. И он очень быстро погибает, потому что запускается механизм. И опухоль в прогрессе нарастает. И, мне кажется, даже здорового человека можно убить, сказав, что у него рак. Хотя у него и не будет этого рака. Да. Поэтому очень осторожно с такими пациентами, пожалуйста. Ладно? Лучше, если вы не готовы общаться и там не уверены, что вы можете помочь человеку, потому что одно лишнее неправильное слово, одно оброненное что-то, неправильная мысль, там что-нибудь, может быть, вы даже захотите помочь, но лучше ничего не делать, это будет лучше. Поэтому, особенно когда это касается близких, но, конечно, хочется помочь всем,
Но я вам скажу одно. Как врач могу подтвердить, что наше клеточное питание в таких случаях, как вам сказать, оно, естественно, не заменяет, как мы говорим, да, ни в коем случае, но оно очень сильно помогает, потому что это, прежде всего, воздействие на иммунитет, восстановление иммунитета, восстановление психического статуса, уменьшение стресса. И самое ценное в этой продукции, в нашем питании клеточном, имеется 4 компонента, которые являются самым ценным при борьбе с онкологией вообще. Можно сказать, что в нашем клеточном питании содержатся такие, есть так называемые понятия грибов. Но если кто изучал ботанику, наверное, все в школе изучали, да, что существует царство грибов. Да? Просто я сейчас хочу объяснить, чем отличается вообще вот плесень, предположим, да, та же. Ну, все знают, что такое плесень, дрожжи, да. У всех, наверное, дома стены поражены, ну не у всех, часто. В деревнях, да, вот эти грибы тоже вот в подпольях, там, где влажно, где фактически сейчас городские дома тоже подвержены плесени, очень сильное разрушение идет, даже вот по основным этим, поэтому это все грибы на самом деле. Грибы в каком смысле, что и такие же грибы, такой же, вы же знаете, как трудно вывести, да, грибы? Фактически, наверное, невозможно. Есть какие-то там ноу-хау, но они очень быстро мутируют, они очень быстро привыкают к тем препаратам, которые мы используем. Они идут на опережение, поэтому фактически их вывести невозможно. Если здание поражено чем-то, значит, ну, и, скорее всего, или вообще надо менять это все полностью, или перестраивать, или уже... Ну, очень трудный вопрос. С каждым годом они все живучее, все мутабельнее, все агрессивнее. Такие же грибы живут у нас внутри. Ну, представьте себе, наше тело – это здание, да? Это наш храм самый ценный, который мы должны беречь, лелеять, холить, любить себя же, говорят, да? Любить себя, да? А внутри у нас грибки. Слышали, да, про грибки? Причем грибки очень разные тоже отличаются, начиная от черных грибков, тот же аспергиллюс нигер, ногтевые грибки, кожные. Есть грибки, которые поражают слизистые пищевода, причем любых отделов. Есть грибки, которые поражают дыхательные пути. И эти грибки у нас у всех. К сожалению, они у всех у нас, но они ждут момента. Причем они, когда ждут момента, они могут ждать десятки лет. У человека может даже вообще не произвести, если у него нормальный иммунитет, и эти грибки, они как были у него, они вместе с ними уйдут из этого мира, так и не проявившись. В так называемой цистоспоровой форме грибки очень живучие, они действительно десятки лет, они могут даже сотни лет выживать, и причем выживать в окружающей атмосфере, внутри нас. И как только наш иммунитет ослабляется, они просыпаются. Идет поражение. Ну, обычно это видно у людей, которые как раз находятся на химиотерапии, на лучевой, у спидозников, ВИЧ-инфицированных часто, и у людей, которые лежат в реанимациях. Вы, наверное, слышали, да, что при применении сильных антибиотиков обязательно мы начинаем применять противогрибковые. Почему это происходит? Потому что сильные антибиотики убивают у нас нормальную микрофлору, и тем самым очень сильно снижает иммунитет, и на фоне этого просыпаются маленькие эти гаденыши, наши маленькие грибки, плесень, вот это, те же аспергиллы, те же кандиды, да, часто молочницы у женщин, ногти поражаются. И вообще грибковые поражения могут... Это очень неблагоприятный признак того, что у человека иммунитет ниже плинтуса, то есть фактически он лежит у человека. Поэтому вообще наличие грибков у относительно здорового человека – это предвестник любой онкологии. Онкологии без грибка не бывает. Это человек может год, 5, 10 лет носить эти грибки, и как только иммунитет ослабляется, идет рост этих грибков, плесени, той же молочницы может внутри нас, и идет поражение органов и систем, так как эти грибки выделяют так называемые ферменты, которые разрушают здоровые клетки. Они разъедают изнутри, они вызывают повреждение наших здоровых клеток и вызывают перерождение нормальных клеток в злокачественные. То есть клетки рака и грибки маленькие, это называется
Ну, в общем, маленькие грибки, это низшие грибки, да, называются, которые у нас внутри. Они обязательно, с них начинается вся онкология. Официальная медицина, конечно, с этим не согласна, но я просто убедился ну и многие там есть неофициальные источники, потому что если с точки зрения доказательной медицины, конечно, очень трудно доказуемо, потому что все антибиотики производят фармкомпании, которые, естественно, очень заинтересованы в развитии тех или иных исследований, да, якобы независимых, но вы же понимаете, что они финансируются соответствующим образом и направляются. Исследования получают те исследования, которые нужно получить, чтобы продвинуть тот или иной антибиотик или тот же иной химиопрепарат. Потому что онкобизнес тоже сейчас идет прямо семимильными шагами, поэтому существует очень много методов лечения рака, но официально у нас только 3 метода на сегодняшний день. Это лучевая терапия, это химиотерапия и операции. То есть непосредственно удаление самой опухоли или те или иные сочетания всех этих методов. И, конечно, все эти методы очень сильно бьют по иммунитету, опять же, да? А как же, интересно, лучший метод, по сути, который не касается официальной медицины, но который уже применяется больше, наверное, если не соврать, это ближе к традиционной китайской медицине. Ну, вы знаете, что восточная медицина, она самая древняя, да, тибетская, та же, до 5000 лет. И, естественно, все они применяли. Онкология же была всегда, считается, в принципе. Сколько и существовали эти же грибки, да? Но как они лечились? Онкология. Как ни странно, оказывается, они лечились высшими грибами. Высшие грибы это что? Это то, что мы собираем. Лисички, чага, кардицепс, рейши, шиитаки. Это все содержится в нашем клеточном питании. Вот в этом и уникальность. В Америке, оказывается, сейчас даже последние годы тенденция пошла, что онкологи, которые не удовлетворены тем, что они занимаются, да, то по сути это как бы удар картечью, независимо здоровые клетки, там больные клетки, мы же все бомбим. Облучаем, режем, вырезаем, отравляем химией. А человек чаще всего выживает благодаря, не благодаря химии, а вопреки химии. Потому что уже доказано, что летальность, ну как бы эффективность химиотерапии самой 2-3%, к сожалению. Об этом опять же умалчивается. Поэтому очень важно. А самый высокий процент реального излечения получило так называемое направление фунготерапия или лечение грибами. Как раз маленькие грибы мы можем извести только большими грибами. Потому что большие грибы, они создают симбиоз с деревьями, с растениями, с нашим организмом. И они выделяют именно те вещества, которые пробуждают иммунитет. И иммунитет благодаря этому начинает избавляться от низших грибов. Ну, то есть гриб грибу рознь получается, да? Вот многие задают вопрос, при чем тут грибы и онкология? Вы поняли, да? Или при чем, да? Получается, если мы на каком-то этапе избавимся от грибов, низших грибов, да, с помощью тех компонентов, которые содержатся в нашем клеточном питании, это рейши, шиитаки, кардицепс, чага, это более чем удачное сочетание. Фактически можно считать это фунготерапия, по сути. То есть сейчас за фунготерапию платят очень большие деньги людям, чтобы выжить. А эффективность высочайшая, до 80% доходит. Эффект от лечения с помощью фунготерапии, лечения онкологии. Но, к сожалению, это удел не всех, это очень больших денег стоит, и нужно знать, где эти фунготерапевты обитают, и есть ли вообще эффективность, да? А у нас уникальная возможность именно в зачаточном процессе избавиться от своих грибков. Причем вот те же кожные поражения, да? Это же витилиго трупа, тоже псориаз, аллергические высыпания, да? Любые изменения кожи – это когда организм не может избавиться от токсинов. И последний путь он пытается уже вывести через кожу. Через кожу и не получается. Ту же аллергию получаем, тот же псориаз. Почему проходит, да? И почему в начале применения того же ЛФ8, да, у многих появляется высыпание, говорят, что аллергические реакции какие-то, высыпания появляются. Да? Почему интересно? Потому что организм в усиленном темпе пытается вывести.
он запускает все механизмы выведения токсинов, естественно. Поэтому я просто прошу своих пациентов перетерпеть этот процесс. Можно уменьшить дозу, можно вообще уменьшить в разы, но не прекращать ни в коем случае, потому что как только вы прекратите, даже на 3 дня, даже на неделю, да, вы обратно отбрасываете организм на тот период, а потом будет еще труднее, потому что организм уже успел накопить те же токсины, а сил нет. Поэтому, как бы трудно ни было, главное, нужно продолжить прием. Ну, минимум 3 месяца, наверное, да, до получения первых симптомов. Поэтому, ну, фактически, да, если мы принимаем ЛФ-8, мы можем считать, что мы, если не совсем все запущено, да, мы защищены от онкологии. Я даже не боюсь этого слова, реально, потому что 4 гриба соединить в одном, как бы, причем они же еще и с растительными препаратами объединены, еще и вечерние капсулы даже не трогают, когда уже там бактерии, пробиотики идут. Поэтому, когда человек уже болеет онкологией, очень надо учитывать то, что при химиотерапии, при лучевой, при операциях, значит, даже лучше, не то, что даже не прекращать прием, да, нужно начинать до начала, предположим, очередного протокола химиотерапии. Да. Ну, тут особенностей много, потому что здесь не онкологи, даже не, как бы врачи не знают, скорее, что такое. Первые 2-3 протокола химии у всех онкологических больных эффективны. Почему? Потому что те же грибки, которые вот, те же онкологические клетки, ну это фактически одно и то же, это одна ассоциация, да, это как бы, они начали только мутировать, да, но они просто не успевают среагировать, и до 70-80, до 2/3 вот этой массы клеток погибает. Поэтому вот создается ложное ощущение, что человеку химия помогает. Но после 3-го протокола или после 3-го курса эффективность химии резко снижается. Это у всех пациентов. Почему? Потому что эти клетки уже успели мутировать. Те же грибки успели уже, они уже дальше бывает такое, что они даже питаться начинают. А химия, она влияет, действует на быстро делящиеся клетки. Что такое раковая клетка? Это же клетка, которая потеряла счет делению. Она может делиться бесконечно. И эта клетка-паразит, как и наши маленькие грибки, которые внутри сидят и создают вот эти перерождения. И даже бывает, что отличить невозможно. Не то, что там через микроскоп. Как выглядит онкоклетка от тех же паразитов одноклеточных, от той же, например, трихомонады, да? Они очень похожи становятся на одноклеточных. Даже вот отделить, если их. Я с цитологами тоже разговариваю до сих пор, как бы вопрос. Просто не все врачи признаются в том, что действительно, да, очень трудно отличить через микроскоп, реально ли это животное паразит и где онкоклетка непосредственно. Потому что они настолько похожи друг на друга, и настолько вот они помогают друг другу, да. Причем раковая клетка очень любит сладкое, и он не любит кислород. То есть вы понимаете, да? Если мы благодаря ЛФ отказываемся от сладкого, наш сахар же нормализуется, и плюс кислородное снабжение же улучшается. Раковая клетка вообще ненавидит кислород, даже следы кислорода. А вот где нет кислорода, где сладко, где сыро и темно, это вот развитие любых раковых клеток. Вот. Но на самом деле у нас, у каждого, каждый день, ежеминутно, ежесекундно образуются новые раковые клетки, каждый день. Поэтому, когда у нас иммунитет в норме, мы не будем этим страдать. Поэтому я думаю, что даже в отношении профилактики именно онкологии стоит принимать ЛФ-8. Еще что... Так, сейчас буквально, да? Как раз на полчаса рассчитывал, потом быстренько вопрос-ответ будет, да? По поводу людей, которые на химии, да? Или, предположим, предстоящей операции. Естественно, прием ЛФ должен быть за неделю, предположим, до начала того же курса химиотерапии. За неделю, чтобы иммунитет успел подготовиться, чтобы какой-то запас был. И потом, если химия заканчивается, то еще неделю принимать минимум. А еще лучше дней 10, да? То есть не прекращать. А потом уже немножко можно передышку дать. Или, например, до начала операции, например, опять же. Дней 10, да?
Неделю. Ну, обычно стандартная неделя. До начала химии, потом всю химию это сопровождает, и после окончания химии еще неделю. Марфа Сергеевна, как вы думаете? В принципе, это хороший результат. И человек будет чувствовать себя по-другому, потому что есть результаты не то, что... Вот химия, она, конечно, эффективность низкая, но мы не можем вмешиваться в официальную медицину. Потому что люди в это верят, и что-то помогает. Не так, конечно, хотелось бы что-то. Но при этом, когда у человека повышается качество жизни, он кушает, у него энергия. Потому что химия, она настолько сильно влияет еще на мозги. Люди как зомби становятся после химии. Это же накопление токсинов дополнительно. Иммунитет ниже плинтуса, естественно, человеку вообще не хочется жить даже бывает. Порой после каждой химии, потому что тошнота, рвота, отсутствие аппетита, вялость, сонливость, апатия, общая слабость, естественно, все это половина больше уходит благодаря ЛФ-8. Ну как думаете, человеку будет намного легче, если он будет параллельно принимать ЛФ-8, и он будет чувствовать совсем по-другому. Поэтому я считаю, что нельзя в данном случае говорить человеку, там, выбирай, или там, мы не имеем права, потому что есть онкологи, которые работают. Но это индустрия такая, они не виноваты, что используются только такие методы, да? Но кроме этих методов у нас ничего нету. Поэтому сказать человеку, что ты должен отказаться от этого, мы не имеем морального права. Тем более, ну, я как врач тоже не могу вмешиваться. Человек верит все-таки, что это поможет, да? Но бывает, что да, ЛФ-8 в некоторых случаях еще и больше помогает, чем сама химиотерапия. Есть такие случаи. И продляет жизнь. Потому что если человеку говорят, что вам осталось жить месяц, а он проживает 4, 5, 6 месяцев, это как бы получается, он несколько жизней проживает, да? Сколько ему дали. Это же чудо, я считаю, что. И есть реальный результат. Ну, если, конечно, приходит уже финал, все мы когда-то умрем. Только когда и как, это вопрос, да? И комфортный уход человека, это тоже, и каждый человек достоин на это, на то, чтобы уйти комфортно, нас покинуть. Поэтому даже если в этом случае мы помогаем человеку, это здорово. Но немножко так грустно закончим, можно задавать вопросы. Но, понимаете, вот надо ценить то, что чувствовать себя защищенным от онкологии, что у нас профилактика, но вообще минимализация еще полный идет, да? Я считаю, что это дорого стоит. И это деньги, которые жалко, говорят, что это дорого там, за 2 месяца приема там что-то. Ну, и глупости, честно. Ну, вот так примерно. Вопросы задавайте, пожалуйста. Есть вопросы? Доброкачественная опухоль, чем отличается? Доброкачественно отличается тем, что ну, это как бы лишнее, сказать, ну, если совсем примитивно, сказать, лишнее мясо. Как бы выросло и лишний жир, да? Ну, липома, может быть, там, может быть, любые полипы тоже относятся к доброкачественным. Это все лишнее, то, что организм не смог вывести, опять же, связано с этим, да? То есть он запаковывает. Но это уже признак того, что у человека нарушение в иммунитете, потому что иммунитет не успевает вывести все шлаки, и он решил запаковывать все внутри. А любые уплотнения, любые новообразования, это все равно мусорная свалка. Поэтому надо учитывать, что бесконечное накопление тоже не будет. Однажды они превратятся уже в злокачественные и, естественно, будут пожирать нас изнутри. Ну, самое интересное, что если результаты по доброкачеству, они тем более уходят быстрее. Они же не делятся без удержки. Они просто ждут момента, что ими занялись. Но я не совсем согласен с тем, что надо все доброкачественные опухоли вырезать. У нас медицина очень любит вырезать. Ту же бедную щитовидку, сколько людей без щитовидок, особенно женщины страдают. Когда можно было, нет. Они же по 5, 6, по 7 операций проходят по удалению того или иного органа, потом ходят без органов. У нас же лишних органов уже не бывает. Тот же червеобразный отросток, он выделяет ту же ацидофильную палочку, которая очень необходима для функционирования кишечника и иммунитета. А у нас там в советское время предлагалось вообще же при рождении удалять сразу. Аппендицит, да? Тут сейчас камни в мою сторону. Конечно, официальную медицину представляю. Я считаю, что неправильно, потому что есть методы, которые позволяют растворять камни. Прошу прощения. У человека мягкие камни. Камни в желчном пузыре образуются, во-первых, из-за наличия
очень сильного сгущения желчи самой. А почему это происходит? Это происходит чаще всего из-за наличия так называемых лямблий. У нас эндемичная зона по лямблии. 90% детей подросткового, с раннего до подросткового возраста у нас поражены лямблиозом. Поэтому лямблии живут в тонком кишечнике, они живут в желчных протоках, самой желчи. И, естественно, очищение от желчи идет очень трудно. И камни же не образуются в один день. Сначала живет сгущение, потом слизь, потом эта слизь уплотняется, потом эта слизь. Конечно, если там ходить 20-30 лет, там идет окаменение. Но часто бывает, что если... Причем УЗИсты же не все видят. Но сейчас аппаратура, конечно, очень сильно развилась. Если раньше все очень сильно зависело от УЗИста, сейчас все зависит от аппарата. Поэтому трудно вопрос ставить. Если затягивать, можно заработать рак желчного пузыря, потому что вот эти трения тех же камней об слизистую желчного пузыря, естественно, будут вызывать лишний риск. Да? Но удалять желчный пузырь из-за 5-миллиметрового камня, который мог бы и раствориться, может быть, глупо. А если камень 3 сантиметра, он может раствориться в желчном пузыре? Надо смотреть, холестериновые камни это или холестериновые. Да. Холестериновые можно растворить, я считаю. Но есть опасность, опять же, вас хирурги напугают, что у вас он там обтурирует, там это все заткнет, желчный проток, там застрянет, и мы вам там чуть ли не брюхо разрежем в экстренном порядке. Так и говорят. Я понимаю. Но я считаю, что человек, который живет в городе Якутске, может себе позволить подождать. Есть еще вопросы? Сейчас очень много Песок в почках растворяется. Песок в почках растворяется только в том случае, если вы пьете достаточное количество воды. Любые конкременты, любые камни в почках – это признак того, что человек недостаточное количество воды потребляет, у него пониженный обмен веществ замедленный. Как вы хотите, что... Камни, кстати говоря, почечные камни чаще всего и уходят с помощью дополнительных клеток. Сейчас в медицине очень не обязательно там... И это когда достаточно воды употребляете. Если без воды, вообще плохо. Делала же это, когда, если вы были на тренинге Жагалмы Муханаевой, тест как делали, помните, да, кто достаточно употребляет воду. Но берете, бывает, да. Это называется тургор кожи. Отпускаем и смотрим, у кого дольше, Если бы так легко было, вы, конечно, дурачевитым, я, конечно, кого согласен, но пусть, да, имеется хотя бы так. Конечно, хотя бы так. Но то, что внутри у нас происходит, намного страшнее. Конечно. Вы же как трубопровод, который стареет со временем. Снаружи, может быть, мы покрасим, там, марафет наведем, а внутри там все ржавое. Да. Обезвоженное и жутко все поражено грибком, и туда страшно заглядывает. Что у нас внутри творится, называется, норковую шубу купила за 500 тысяч, а внутри гнилая. Да, есть еще вопросы? Кальциноз – это кальций обрастает в этих, да, суставах. Или как разумно Как кальций? Кальций выводится, Нет. не обрастает. Обрастает, вот суставы обрастают какими-то наростами. Где захочет, там не может обрастаться. Нет, оказывается, выводят-то. Человек, который нормальное количество воды выпивает, допустим, да, вроде бы правильно кушает, но у него такое вдруг обнаруживается. Сегодня по онкологии тема, если мы сейчас, давайте каждую, в смысле, каждую презентацию. По тему, да? Именно по раковым поражениям, полного образования. А что такое вот химиотерапия? Что? Химиотерапия? Сейчас только говорит он, если вы Нет, понимаете. химиотерапия, я слышу на слуху Искусственная- всегда. А что это из себя представляет? Да, это введение искусственных ядов, фармакологических, да, для того, чтобы целенаправленно убить онкологические клетки или хотя бы уменьшить их количество. Но, к сожалению, оно не только онкологические клетки убивает, То есть но это, еще убивает то есть нормальные это вот Нормальные клетки. специально производимое что-то, да, Да. кроме лекарств, да? Да. Помимо лекарств.
Это лекарство. Это лекарство. Это яд. Лекарства есть, химия. Но оно убивает еще и пациента тоже, к сожалению. Поэтому Одно здесь лечит лекарство. другое. Конечно. Но оно все калечит. Все калечит. И чаще всего, получается, мы избавляемся не только от опухоли, но и от пациента тоже. Это химиотерапия. Я же говорил, 2-3% эффективности. Но это индустрия, это бизнес. А про дозировки говорили, да? Может, я пропустила. Химиотерапия. Ага. Нет, вообще вот это, лево, как принимать А онкобольных? почему А вот онкобольным тоже Так одну же. шестую давать или целую вот таблетку? клеточное питание, да? А почему вот у нас у самих не производить вот эти, не закупать где-то за океаном, да? Вот клеточное питание я за, а вот почему вот у нас же все растет. Именно в а Потому Америке. что я сейчас объясню очень, Да. очень просто. У нас до сих пор мы пользуемся тем же анальгином, от которого мир отказался 40 лет назад. В мире Отсталые. не используют метамизол. Он запрещен во всех нормальных развитых странах. Причем, смотрите, да, у нас лекарства, которые выпускаются фармакологические. Я не говорю уже о БАДах, о клеточном питании. Я говорю о том, что мы сейчас используем в больницах отечественного производства, которое выпускается по ГОСТам и стандартам Советского Союза. Это самый низкий уровень очистки. У нас, предположим, тоже антибиотик взять, да? Ну, я против антибиотика, конечно. Но куда деваться некуда. Ну, конечно. Да. Предположим, советский российский антибиотик, да? Предположим, 1 грамм, если этого антибиотика, ну, он вообще не работает. Он еще вызывает, мало того, что он вообще не работает, он вызывает аллергию, он вызывает кучу побочных эффектов. А тот же американский, у него уровень очистки несколько 100% выше, и по качеству вообще не сравнить. Мы просто все отучились, мы по технологиям сейчас от Америки отстаем на 30 лет минимум. Это горькая правда. А что делать? Поэтому пока мы Столько научимся это ученых все. работает, а столько ученых в России работали. не Ой, могут. они все Они свалили за на границей Бога. Ученые все свалили нормально, потому что их не поддержали в свое время. Очень много нас вот это сейчас вот, конечно, IT, парки, А мы ключа будем открываем. обогащать их, да, вот, так сказать, А это, я с этим не согласен по Да, поводу обогащать, потому что те деньги, которые мы здесь купим, эти деньги все равно здесь вращаются, в России, и достаточно мы эти деньги тратим. Мы же, когда продаем друг другу продукцию, мы же эти деньги же здесь тратим. Или вы в Америку поедете, там будете тратить. На товар-то где закупаем? Ну и что? Мы Покупайте, а они Ой, же глобальный покупают. Люди вопрос, же который надо работают. решать. Это же экономика. Поэтому, если мы... Это мы сами виноваты в этом. Никто нам ничего не... Конечно. Можете это- идти Идите к монополистам. Заходите, заходите. Уровень сильно отстал. Вот Но такое я вот надеюсь, что, конечно... отношение к себе, поэтому вот сидим и это самое. Где-то У нас Ну, очень много будем талантливых делать ученых. здесь вот простая чага с березы. Идите, собирайте. Чай идите. завязала. Это нужна технология. Технология, да. Конечно, конечно, у такой фабрики недостаточно у нас, чтобы Нет, у нас, вот, сделать, предположим, например, есть такой же вот ученый, да, Юрий Фролов, может, вы знаете, там в том же Ютубе есть, да? У него есть фунготерапия, да? Российский ученый, биолог, ихтиолог, очень долго занимался изучением